Добрый вечер, дамы и господа. Сегодня Национальный симфонический оркестр Республики Башкортостан открывает 4-й зимний фестиваль, посвященный 150-летию выдающегося композитора, пианиста и философа Александра Николаевича Скрябина. Концерт проходит в рамках программы Министерства культуры Российской Федерации «Всероссийские филармонические сезоны». Дирижирует и рассказывает заслуженный артист Республики Башкортостан, лауреат Государственной премии имени Салавата Юлаева, главный дирижер оркестра Дмитрий Крюков. Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня мы открываем ставший уже традиционным 4-й большой зимний фестиваль Национального симфонического оркестра Республики Башкортостан. И он посвящен юбилейному году, 150-летию со дня рождения великого композитора Александра Скрябина. В нашем фестивале прозвучат практически все сочинения Скрябина, которые он написал для оркестра, они будут стержнем фестиваля, но также будет исполнена и музыка других композиторов, его друзей, либо композиторов, которые оказали на него довольно большое влияние. Скрябин жил с 1872 по 1915 годы. Он безвременно скончался в возрасте всего лишь 43 лет, однако успел оставить очень большое наследие. Он автор огромного количества фортепианной музыки, 3 больших симфоний для оркестра, концерта для фортепиано с оркестром, поэмы экстаза для большого симфонического оркестра и поэмы огня «Прометей». Практически все из этих сочинений вы сможете услышать на нашем фестивале. В историю музыки Скрябин успел войти, будучи еще совсем молодым человеком, в конце 1890-х годов и сразу заявил о себе как яркий, гениальный, уникальный новатор, искатель новых путей. Вот что говорил о нем Мисковский. При помощи совершенно нового, небывалого языка Скрябин открывает перед нами такие необычайные эмоциональные перспективы, такие высоты духовного просветления, что вырастает в наших глазах до явления всемирной значительности. Безусловно, новаторство Скрябина проявляло себя в области мелодики, в области гармонии, ритма, трактовки музыкальной формы, невероятного расширения возможностей симфонического оркестра. Но главным его новаторством, безусловно, были его философские искания. Ближе к концу жизни, всем делом своей жизни, он считал написание мистерии, синтетизирующей многие искусства вместе – музыку, свет, танец, своего рода соборного храмового действа, которое должно было бы перевести участников этого действа и, в конце концов, все человечество на новую ступень ни много ни мало эволюционного развития. Безусловно, тогда, да и сегодня, такая постановка вопроса мистерии кажется утопической, хотя, может быть, эти идеи будут восприняты спустя многие сотни лет. Однако сегодня, если взглянуть с другой стороны, даже физика не может отрицать трансформирующую силу, которая оказывает на человека настоящее искусство. Вот что говорил критик Асафьев о Скрябине. Музыка Скрябина – это неудержимое, глубоко человечное стремление к свободе, к радости, к наслаждению жизнью. Она продолжает существовать как живой свидетель лучших чаяний своей эпохи, в условиях которой она была взрывчатым, волнующим и беспокойным элементом культуры. Открывает наш сегодняшний вечер и в целом наш Скрябинский фестиваль раннее сочинение Скрябина, его концерт для фортепиано с оркестром. Когда Скрябину было 25 лет всего лишь, он вернулся из очень успешного международного турне, которое специально для Скрябина организовал Митрофан Беляев, выдающийся меценат, и очень быстро создал концерт для фортепиано с оркестром. Интересно знать о том, что Скрябин и Рахманинов были одноклассниками. Скрябин был всего лишь на год старше. Однако звездой международного масштаба Скрябин стал гораздо раньше Рахманинова, уже в этом возрасте 25 лет, причем исполнял он в основном именно свои сочинения. К жанру для фортепиано с оркестром, то есть для самого оркестра, Скрябин начал писать впервые. Очень интересно наблюдать, как
по-разному на протяжении 3 частей этого произведения, он написан, концерт в трехчастной классической форме, взаимодействует между собой солист и оркестр. В первой части оркестр будто бы продлевает звучание инструмента, наполняет его новыми красками, усиливает звук инструмента. Во второй части, которая предвосхищает божественные страницы поздней скрябинской симфонической музыки, оркестр аккомпанирует роялю. А в третьей части можно сказать, что рояль и оркестр соперничают друг с другом. И это соперничество выливается в грандиозную кульминацию в конце концерта, которая принадлежит к лучшим страницам русской фортепианной, можно сказать, симфонической музыки. Ткань скрябинского концерта шопеновски воздушна и прозрачна. Она позволяет композитору доводить грани тем и орнаментов до исключительной нежности и зыбкости. Свойственные музыке нервная трепетность и взволнованность, особенно в первой части этого услышите, все время сдерживаемые в пределах утонченно-салонной выразительности, оживляют и одухотворяют концерт на всем его протяжении. Это гармоничное по своей поэтичности, по своему вкусу и глубоко человечной прочувствованной лирике произведение, в сравнении с которым грубеют остальные фортепианные концерты скрябинской эпохи. Так отзывался об этом произведении выдающийся критик Борис Асафьев. Итак, на сцене Национальный симфонический оркестр Республики Башкортостан Александр Скрябин. Концерт для фортепиано с оркестром в 3 частях. Убедительная просьба для более глубокого проникновения в эту музыку не аплодировать между частями произведения. Солист, лауреат международных конкурсов, победитель конкурса имени Скрябина, доцент Санкт-Петербургской консерватории, солист Московской филармонии Петр Лаул. Встречаем!
Дамы и господа, дамы и господа, закончилось первое отделение программы «Антракт».
открывает второе отделение нашего концерта музыка Петра Ильича Чайковского. При жизни Скрябина его оркестровая музыка казалась слишком новаторской большинству музыкантов, окружавших Скрябина и, соответственно, публике, и было очень трудно понять и осознать, откуда свои корни берет Скрябин. Но сегодня, спустя почти 100 лет, многие музыканты, музыковеды сходятся во мнении, что ранний Скрябин невероятно связан с поздней музыкой Чайковского, что эти преемственные связи весьма очевидны. Открывает второе отделение нашего концерта «Фантазия Чайковского» для большого оркестра Франческо да Римини. Когда Петру Ильичу было 35 лет, в его планах было создать оперу, и он пересмотрел множество предложенных ему либретто. Особенно его внимание зацепило либретто Звонцова «Франческо» по мотивам божественной комедии Данте Алигьери, как известно, великого поэта эпохи раннего итальянского возрождения. Божественную комедию Данте писал почти 14 лет до самой своей смерти. Это сочинение состоит из 3 частей – ад, чистилище и рай. И история влюбленных Паоло и Франчески фигурирует в 5-й песне первой части «Ад», где на 2-м круге ада, согласно трактовке Данте, фигурируют, носятся вихрем, дословно, люди, совершившие прелюбодеяние, то есть их души. Сама суть истории заключается в том, что Франческа, дочь богатого сеньора, должна быть отдана за Джачонто Малатесту из Римени, чтобы покончить вражду между 2 семьями. По традиции свататься к Франческе приезжает не сам Малатеста, а его брат, красавец Паоло. Паоло и Франческа влюбляются друг в друга, но каково же было разочарование Франчески, когда она узнает, что на самом деле ее мужем станет коварный, злой, ужасный, страшный и горбатый Джачонто Малатеста. Постепенно Петр Ильич оставил идею написать оперу, но история влюбленных Паоло и Франчески, которой, кстати, Данте отводит очень мало текста, потому что она была очень известна в Италии. Эта история зацепила Чайковского, и он все-таки решает создать фантазию для оркестра, к которой пишет свою собственную подробную программу. Позднее, когда Чайковский делал 2-ю редакцию, он несколько переработал и уменьшил текст. Но я бы хотел зачитать вам 1-ю, именно полную программу, подробно описывающую содержание этой симфонической поэмы. Данте, сопутствуемый тенью Вергилия, спускается во 2-ю область адской бездны. Воздух здесь оглашен стенаниями, воплями и криками отчаяния. Среди могильного мрака рвется и мечется буря. Адский вихрь неистово мчится, унося в своем диком кружении души людей, разум коих помрачила в жизни любовная страсть. Из бесчисленного множества кружащихся душ человеческих внимание Данте особенно привлекают 2 летящие в объятиях друг друга прекрасные тени Франчески и Паоло. Потрясенный раздирающим душу видом юной четы теней, Данте призывает их и просит поведать, за какое преступление они подверглись столь ужасному наказанию. Тень Франчески, обливаясь слезами, рассказывает свою печальную историю. Она любила Паоло, но была против воли выдана замуж за ненавистного брата своего возлюбленного, горбатого, кривого, ревнивого тирана Римини. Узы насильственного брака не могли заглушить нежную страсть Франчески к Паоло. Однажды они читали вместе роман о Ланселоте. «Мы были одни, — рассказывает Франческа, — и читали, ничего не опасаясь». Этот раздел, кстати, предвещает гениальное соло кларнета, вы сразу услышите. «Мы были одни и читали, ничего не опасаясь. Не раз мы бледнели, и смущенные наши взоры встречались. Но одно мгновение погубило нас обоих, когда, наконец, счастливый Ланселот срывает первое любовное лобзание. Тот, с которым уже теперь ничто не разлучит меня, прильнул губами к трепетным устам моим. И книга, раскрывшая нам впервые таинство любви, выпала из рук наших. В это мгновение неожиданно вошел супруг Франчески и ударами кинжала умертвил ее и Паоло. Рассказав это, Франческа в объятиях своего Паоло снова уносится неистово и дико метущимся вихрем. Охваченный бесконечной жалостью, Данте изнемогает, лишившись чувств,
и падает, как мертвый. Петр Ильич Чайковский, «Фантазия для оркестра» Франческо да Римини.
Конечно, после такого произведения сложно что-то делать дальше, но концепция такова, что будет сейчас еще сильнее. Вот. Спасибо. Вот очень интересно, наш сегодняшний концерт начался с ранней скрябинской музыки. Я очень благодарен нашему солисту, что он нам еще 3 пьесы сыграл, чтобы вы поняли, как Скрябин начинал. Конечно, это музыка запредельной гениальности, причем он довольно молодой это все создавал. Вот, это очень важный факт, что он раньше самого Сергея Рахманинова стал всемирной звездой. Просто можете про это почитать. Действительно, это великий композитор Александр Скрябин. И вот завершается наш сегодняшний концерт, ну, условно говоря, поздним произведением Скрябина, но совершенно не укладывается в голове тот факт, что между завершением фортепианного концерта и началом работы над поэмой «Экстаза» прошло всего 6 лет. Произошла невероятная эволюция стиля, ну как минимум лет 30, если не 50, не 70 могло пройти между двумя этими сочинениями. А тут получается всего лишь 6 лет от окончания концерта до начала работы. Скрябин начал работать над своей поэмой «Экстаза» в Швейцарии, где поселился летом в 1904 году с семьей на берегу Женевского озера. И работал в течение 3 лет с перерывами. Завершил он ее в Лозанне. С перерывами и по семейным обстоятельствам, он много гастролировал, а премьера состоялась в 1908 году в Нью-Йорке. Премьера была. И очень интересно, что это произведение часто называют одночасной симфонией. Ее даже иногда называют симфония номер 4 Скрябина. Оно написано в свободно трактованной Скрябиным сонатной форме, и в этом сочинении есть около 10 различных тем. Все их запоминать не обязательно, но они переплетаются между собой. Например, тема томления, тема полета, тема воли, ритмы тревожные в духовых вы услышите, тема самоутверждения, солирующая труба, когда идет. Я бы хотел зачитать 2 цитаты небольших. Одну из книги Марии Лобановой, которая называется «Александр Скрябин. Философ, теург, мистик, маг». Экстатический, сияющий, сверхперсональный. Таким виделся Скрябин своим современникам в последние годы жизни. Подобные характеристики идеально подходят к его новому стилю, который ярко проявился в 3-й симфонии и особенно в поэме «Экстаза». Леонид Сабанеев ощутил личность Скрябина как захватывающую каким-то электрическим возбуждением, как что-то лучезарное, жгучее, ослепительное и нечеловечески радостное. Эти слова идеально относятся к поэме «Экстаза». К этому времени Скрябин утвердился в убеждении, что минор должен исчезнуть из музыки. Искусство должно быть праздником. Праздник не может быть минорным, говорил Скрябин. К поэме «Экстаза» он также написал свою большую программу в свободно-стихотворной форме. Она занимает 4 больших страницы. Я хотел бы перед исполнением поэмы «Экстаза» зачитать только небольшие фрагменты. Интересно также то, что я уже сказал в первом отделении, Скрябин мечтал создать мистерию «Соборное действо». Перед мистерией должно было происходить предварительное действо, которое Скрябин начинал, есть наброски, которое было завершено и даже исполнено. Перед предварительным действом идет Прометей, который считал Скрябин сам подготовкой к предварительному действу. Но, как мне кажется, уже в поэме «Экстаза» слышно все то, что появится позднее и в Прометее, и в предварительном действии, даже в тех набросках. То есть поэма «Экстаза» — это своего рода прелюдия к Прометею, может быть, отчасти, потому что вот эта идея вселенского единения, безусловно, в этой поэме читается, и если даже говорить чисто о внешней составляющей, это просто одно из самых громких произведений в истории музыки. Если представить себе, что такое музыка-сфер, вот существует такое абстрактное понятие, никто не знает, что это такое. Наверное, очевидно, поэма «Экстаза» относится к числу тех произведений, которые ближе всего нас приближают к понятию вселенского единения. Не просто планеты человечества, но и единения галактик и вселенных. Вот небольшие фрагменты, я зачитаю начало и конец стихотворной программы к поэме «Экстаза». Начало, которое описывает, в принципе, саму суть происходящих событий. «Дух, жаждой жизни окрыленный, увлекается в полет на высоты отрицания.
Там в лучах его мечты возникает мир волшебный дивных образов и чувств. Дух играющий, дух желающий, дух мечтою все созидающий отдается блаженству любви. Среди возникнувших творений он томлением пребывает, высотою вдохновений их к расцвету призывает. И полетом опьяненный он готов уж впасть в забвение, но внезапно предчувствия мрачного ритмы тревожные в мир очарованный грубо врываются. Но лишь на миг. Легким усилием воли божественной он изгоняет призраки страшные, и лишь достиг желанной победы он над собой, дух играющий, дух ласкающий, дух надеждою радость зовущий, отдается блаженству любви. Это начало. И несколько строк окончания. Пожаром всеобщим объята вселенная. Можно было ограничиться одной фразой этой. Дух на вершине бытия. И чувствует он силы божественной воли, свободный прилив бесконечный. Он весь дерзновение, что угрожало, теперь возбуждение, что ужасало, теперь наслаждение. И стали укусы пантер и гиен лишь новою лаской, новым терзанием, а жало змеи лишь лобзанием сжигающим. И огласилась вселенная радостным криком «Я есть». Итак, на сцене Национальный симфонический оркестр Республики Башкортостан в завершении сегодняшнего концерта Александр Скрябин, поэма «Экстаза».
Дорогие друзья, спасибо всем, кто был сегодня с нами. Мы приглашаем вас на продолжение фестиваля 5 числа, 5 декабря. Здесь выступит выдающийся скрипач-виртуоз Андрей Баранов. Андрей Баранов, он гениальную программу будет играть, приходите обязательно. И во втором отделении мы исполним вторую симфонию Скрябина, с которой отправимся на следующий день на гастроли в Республику Татарстан. Мы всех ждем. До новых встреч. Спасибо.